смысл сионизма, он простой. Простой, не так, как многие, которые занимаются этим извне, или многие, которые кричат о том, что они сионисты, и члены сионистской партии. А он простой, до примитивности. Обеспечить существование и будущее еврейского народа вне религиозных рамок. Еврейский народ в религиозных рамках существовал 2000 лет. Вне религиозных рамок он не просуществует, если не будет основного инструмента для этого еврейского государства в том месте, где оно находится. Уберите это, нет смысла в Израиле. Тогда его не будет. Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем начатую тему. Наш консервативно-аналитический клуб обсуждаем вопросы миграции, вопросы политики. Интересный поворот колониальной политики не мусульманских стран по отбиванию плацдармов в исламский мир. Истоки сионизма. Истоки сионизма я рекомендую всем, просто не рекламирую, гнусный инструмент, но познавательный, Википедия. Просто набираем христианский сионизм. И мы увидим, откуда растут ноги сионистского проекта. Христианский сионизм. На затравку скажем только, что как начался армянский проект, хронологически предшествовавший, с потуг католиков окатоличить армян Турецкой империи, с тем, чтобы затем их использовать в своих интересах. Проект христианского сионизма начался среди миссионеров, которые действовали, да, значит, в отлучение от иудаизма и перевод в протестантские конфессии иудеев в различных местах. От немецких евреев в Лондоне до иудеев в Иерусалиме. Правда, там с минимальным успехом. Ну, по-моему, за 19 век там где-то на пальцах одной руки, которые, значит, крестились из иерусалимских иудеев. Открывали там какие-то общества, местами даже больничку какую-то открыли. И это был проект христианского сионизма. Долучился сюда Наполеон, у которого были идеи, да, пробудить, значит, в евреях, как уже он их там определял, не знаю, евреях или иудеях, или наоборот, чтобы иудеями они не были, он очень отрицательно относился к иудейской религии. Хай двигаются в Палестину, будут форпостом. И, наконец, такой фанат дела англиканского мессианства, можно сказать, да, миссионерства. Человек, который родился в Индии, очень показательно, британец, полунемец, полуангличанин. Фамилию произносят двояко: Гечлер и Гехлер. Ну, именно Гечлер все-таки британцем был отец, по-моему, немка была мать. По-моему, так. Или наоборот. И занимался миссионерской деятельностью среди иудеев Индии, автохтонных иудеев Индии, Качина, в частности, где была реально иудейская община, более диффузная в других местах Индостана. Поехал на свою историческую родину в Лондон. Великолепно, конечно, разговаривая на немецком языке, занялся миссионерской деятельностью среди немецких евреев и выносил идею, что нам необходимо в Палестине поселить вот таких вот, значит, евреев, о христианинах более или менее, понятно, значит, протестантские конфессии. Он в страшном сне, значит, не видел укрепления католицизма или православия. Вот. И, собственно говоря, он выносил все те идеи, которые затем сформулировал так называемый доктор Герцель. Ну, он там имел какую-то кандидатскую диссертацию по праву, не знаю почему, может, не имел, называли его доктором. Я знавал одного иудея из СССР, да, хорошего соблюдающего, которого все называли доктор. Ну, хотя он, значит, когда-то собирался защитить кандидатскую диссертацию, но эмигрировал в Израиль. Но за одно это намерение он стал доктором. Его с уважением
религиозный еврей, говорит, доктор Райс. Я говорю, а чего он доктор? Говорит, доктор по иудаизму. Я говорю, ну а как он, типа вообще какой доктор? Он не состоявшийся кандидат технических наук. Одним словом, значит, и понятно, что встреча между ними произошла. Между Вильямом Гечлером и Герцелем. И, как говорят, Вильям Гечлер стал повивальной бабкой сионизма и лично успеха Герцеля. Он его притащил к немецкому кайзеру, он его притащил к турецкому султану. Турецкий султан был весьма предметен. Во-первых, раз к нему приехали люди издалека, он дал орден Герцелю. Во-вторых, он сказал, иудеев страшно гоняют в европейских странах, я понимаю твою обеспокоенность, дорогой доктор или не доктор. В Турецкой империи, слава Богу, полная конфессиональная терпимость. Иудеи пользуются всеми правами, в том числе на Святой Земле. На Святой Земле покупают землю, кто-то копается в винограднике, кто-то что-то другое. Пожалуйста, все будет чудесно. Естественно, никаких инородных образований с эмиграцией из других стран без дай причины этого не будет. Получив отлуп, он сунулся к кайзеру. Это был тоже личный проект Гечлера. Он объединял в себе два арийских народа, самых избранных. Кто читал немножко книгу «Майн кампф» в оригинале, мне довелось, стоя в букинистическом магазине в Тбилиси 10 лет назад, я туда приглашали серии лекций, когда были украинские события, там патриотическая организация, общественно-исследовательская, Институт Евразии. И вот там есть букинистический магазин, которых нету, к сожалению, у нас сегодня таких в Беларуси. Куча всяких разных книг. Ну, доставать деньги, платить за «Майн кампф» я не стал, но я там конкретно постоял, почитал, я читаю свободно по-немецки. Страшно оплакивает бесноватый вот эту вражду между англичанами и немцами, вместо того, чтобы объединиться в торжестве правильной цивилизации. Для Гечлера стала трагедией Первая мировая война. Была для него трагедия. А вот поехать, будучи британским подданным, несущим бремя белого человека в Индии, так сказать, и все, кайзеру было в самый раз. И он притащил Герцеля к кайзеру. И когда Герцель умирал, он умер довольно скоропостижно, очень молодым, 44 года, он сказал, чтите Вильяма Гечлера, или Гехлера, наверное, он все-таки сказал, его родной язык был немецкий, вот, чтите его, потому что дело сионизма обязано ему всем. И тут он был, конечно, прав. Умер в 1931 году, не богатым, никаким, ничего. Фанаты идеи, они, в общем, настоящие фанаты идеи. Они не те, кто там делают какие-то миллионы заграничных банков. Нет.